В администрации округа прошло заседание комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Центр профессиональной подготовки «Знания» отчитался о реализации проекта «Народный университет. Серебряный возраст». Народный университет «Серебряный возраст», действовавший на базе Центра знания более 10 лет, нацелен на поддержание активного долголетия, здорового образа жизни, развитие творческого потенциала старшего поколения, обучение современным компьютерным технологиям пенсионеров. В работе университета был длительный перерыв, но вот уже второй год подряд она возобновлена. Этого удалось достичь благодаря поддержке местного бюджета в рамках проектов СОНКа. В прошлом году у нас, получателем субсидии было общество знания с проектом «Серебряный возраст». Мы на комиссии рассматривали, она предлагала свой проект. По результатам комиссии проект был одобрен, денежные средства переведены. И по представленным отчетам проект в прошлом году был реализован. Сегодня, завершая этап прошлого года, мы пригласили Ирину Вячеславовну на нашу комиссию для того, чтобы она нам рассказала и так, как все происходило, да, как реализовывался проект, что было сделано, как прошел, нашел ли он одобрение у людей, пользовался ли он популярностью, был ли он интересен людям. Вот. Ну и поделилась общими впечатлениями от реализации проекта. Данный проект директор Центра знания Ирина Кузнецова заявила еще в 2024 году. Тогда он был поддержан, и на его реализацию из местного бюджета выделена субсидия. По итогам всех проведенных занятий люди пожилого возраста остались довольны. Поэтому, чтобы продолжить данную работу в 2025 году, директор Центра знания вновь вышла с проектом на комиссию. Размер выделенной субсидии около 250 тысяч рублей. Проект «Народный университет. Серебряный возраст», реализованный с сентября по декабрь 2025 года, способствовал повышению качества жизни пожилых людей, поддержанию активного долголетия, ведению здорового образа жизни, реализации личного потенциала и расширению круга общения. Более 50 пенсионеров в возрасте от 55 до 80 лет участвовали в занятиях скандинавской ходьбой, плейстиком, танцами, рисованием, получили консультации по компьютерным технологиям. Наибольшей популярностью неожиданно стали пользоваться направления танцы. Если бальные танцы больше парные и поэтому малочисленные, то для линейных танцев, одиночных, понадобилось даже помещение побольше. Поэтому с ноября 20 человек продолжили заниматься уже в ДКШ. Дополнительно вне проекта проводилась утренняя зарядка на острове, пионербол и даже участвовали в сдаче ГТУ. И в бассейн ходили, и в библиотеку, везде ходили. Заслушав доклад об итогах реализации проекта, у присутствующих не возникло вопросов и его одобрили единогласно. Планируется работу Народного университета «Серебряный возраст» продолжать и дальше.